рождения Саши приближается. Сегодня врачи нам сообщили, что они уже думают, не открыть ли для подарков отдельную палату. Их поступает такое количество. Очень хорошо. Мы интересовались, много ли знают они вообще о народе Саха, о республике, о шаманах и так далее. Ну, признались врачи, что немного. Мы посоветовали им прочитать те газеты, которые делались еще когда Саша был, Габышев в СИЗО сидел. Там их многие читали. Вот эти газеты мы им переслали. Посоветовали прочитать книгу Джол. Вот эту, она уже, как говорится, вам знакома. Вот, врачам посоветовали. Ну, не знаем, как они отнесутся. Вот. И о том, как Саша воспользовался своим счетом в больнице. Первое, что он заказал, конверты и ручки. Он хочет отвечать, конверты и ручки. Потом там пряники, печенье. Главное, конверты и ручки. Ну, надеемся, что у него вот с этим теперь будет все нормально. Я хочу напомнить, что когда Федор Михайлович Достоевский в тех же примерно местах, где сейчас находится Александр Габышев, ну, за Ишимом, ну, это примерно та же линия. Это линия истока великих рек, Иртыш, Обь, Ангара. Вот двигаемся вот туда на восток, дальше Лена. Великая река, родина Александра Габышева. Это вообще линия наших древних потомков. Челябинск, Омск, Новосибирск, вот где-то там родина вообще всех нас. Была когда-то столица, скажем так. Так вот, когда Достоевский отбывал каторгу 4-летнюю, у него тоже его друзьями был создан счет, и этот счет помог ему пережить каторгу тогда. И не только пережить, а стать вот великим писателем и написать свои самые-самые великие, общечеловеческие, цивилизационные такие произведения. Вот. Надеюсь, что вот такая помощь, это помощь на благо всего человечества. Так или иначе, это на помощь, потому что когда люди проявляют взаимоподдержку, доброту, душевное участие, что ли, объединение душевное, это достояние человечества. Спасибо вам огромное всем, кто помогает, подарки, письма, конверты, открытки присылает. Великое дело делаете, великое дело. Вы, главное, должны даже сами, наверное, чувствуете вот это участие в великом деле. А многое остальное это жизненная, так сказать, суета. Саша гуляет на свежем воздухе. С телефонной связью пока никак не получается переговорить. Ну, еще раз, как говорится, вам большое спасибо. И Новосибирск, и к жителям Новосибирска. Не зря, когда я говорю о цивилизации, Новосибирск – город ученых. Очень жаль, что Новосибирск становится и городом политзаключенных. Очень жаль. Вот это надо прекращать, как говорится, вот эту тенденцию надо прекращать совместно всем гражданским обществом. И жителями Новосибирска, и я, как говорится, точно могу сказать, не только жителям, а руководству города и области Новосибирской, на это надо обратить свое, скажем так, интеллектуально-сердечное внимание. Вот на вот эту негативную тенденцию, которую нужно изменить и наоборот перевести тенденцию к свету, к добру, к взаимопомощи.